Всем привет! В связи с тем, что сейчас самоизоляция, мы все находимся дома, вышла провести прямой эфир в машине, в тишине, чтобы детки не мешали. Сегодня мы будем говорить на тему «Здоровая кожа». Сегодня у нас в гостях будет Давлетова Мирим Имракуновна, дерматолог, косметолог. Все ваши вопросы, которые вы написали в личные сообщения, я постараюсь сегодня озвучить. Так же, как мы и обещали, за интересный вопрос мы сегодня в конце эфира разыграем 2 подарка. Сегодня у нас, надеюсь, будет очень продуктивный эфир, потому что вопросов очень много интересных, что касается и дерматологии, что касается и косметологии. Гость эфира тоже очень профессионал в своем деле, так что в скором времени к нам Мирим уже присоединится, будем ждать. Так что вот-вот к нам Мирим уже выйдет в эфир. Так, секундочку. Очень классные вопросы задали на самом деле. Сейчас как раз-таки лето. Хочется быть защищенной от солнца. Об этом мы тоже поговорим. Какие крема использовать SPF. Всем привет, все, кто присоединяется к нам. Хочу еще раз повториться, что тема эфира у нас сегодня «Здоровая кожа». Ждем, когда к нам присоединится Мирим. Мирим, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здрасте. Но у меня почему? Кажется, какие-то технические неполадки. Думаю, сейчас мы это все исправим. Никуда не уходите, потому что тема эфира будет очень полезной для вас. Так, секундочку. Всем здравствуйте еще раз. Здравствуйте, спасибо большое. Ждем, когда к нам присоединится Мирим. Мирим, здравствуйте еще раз. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Мирим. Мы очень рады вас приветствовать в прямом эфире. Спасибо, что согласились. Я уже сделала анонс эфира, что мы сегодня будем говорить о здоровой коже. Очень много вопросов поступило от наших подписчиков. И я читаю и надеюсь, что сегодня эфир будет очень продуктивным. Я тоже надеюсь. Подготовилась тоже. Очень долго готовилась. Здорово. И давайте тогда уже приступим к вопросам. Так, самый первый вопрос у нас звучит таким образом. Что такое атопический дерматит? Атопический дерматит – это, как в простом народе, мне сказали, что эфир будет на кыргызском, тогда говорить на русском, да, языке? Тут очень много вопросов на русском, так что мы можем смешивать, говорить на русском, на кыргызском, как вам будет удобно, то есть без разницы. Хорошо. Атопический дерматит – это заболевание кожи, при котором наблюдается повышенная сухость кожи, то есть это чувствительная кожа. Этот диагноз не ставится в таком взрослом состоянии, очень редко, в основном это идет из детства, когда у ребенка идет диатез, потом он перерастает в атопический дерматит.
Это шелушение, сухость кожи. Иногда надо проводить дифференциальную диагностику с экземой, да, с грибковыми какими-то заболеваниями. Но отличительная у него черта, когда он приходит именно к врачу, проводится проба, и при атопическом дерматите, то есть можно ногтем, можно специальной палочкой, да, для этого созданная, провести по коже. Если после того, как ты провел по коже, идет белая кайма, то здесь идет уже атопический дерматит. То есть одна из главных черт при атопическом дерматите. Как лечат, да, у нас атопический дерматит? Любят очень многие пить какие-то таблетки, что-то мазать на себя. Это все неправильно, надо вначале понять, это тоже как бы аллергического генеза идет. Вначале надо понять, из-за чего у тебя появился атопический дерматит, и только после этого предпринимать какие-то действия, потому что ты хоть будешь много таблеток пить, но если причина не выяснена, да, и не выяснена причину, тогда и результат будет очень-очень короткий. Насчет того, лечения атопического дерматита, очень многие назначают глюкокортикостероидные средства. Врачи назначают очень много средств, мази, которые надо применять только короткое время, от 5 до 70 дней максимум. Наши же любят наносить в течение месяца, 2 месяцев. Именно применение длительное, неконтролируемое применение кортикостероидных мазей может привести к стероидному дерматиту, да, то есть это более пагубное заболевание, когда лицо привыкает к длительному приему мазей. То есть я не хочу говорить название, да, ихние, но просто глюкокортикостероидная мазь или гормональные мази. Я люблю мази, например, как акридерм, КК, СК, да, то есть в зависимости от причин я их назначаю крайне редко при тяжелых каких-то заболеваниях, да, именно при формах атопического дерматита, но крайне короткими сроками, да, то есть не более 5-7 дней я их назначаю тонким слоем на зоны, где именно выходит. Я не приветствую то, что каждый день надо наносить тонким слоем на все лицо. Это все приводит к обострению, к ухудшению вот этого заболевания. Спасибо большое, прям очень классно ответили. Далее вопрос звучит таким образом. Какие есть варианты лечения псориаза и что это такое? Псориаз. Псориаз – это заболевание, когда в основном это на локтях, выходит на коленках, выходит на волосистой части головы, может выходить на теле, могут быть выходить именно псориастические бляшки называются, то есть кожа шелушится в этом месте все время, чешется, шелушится. В основном псориаз выходит после стресса, да, очень у многих людей псориаз выходит после стресса, то есть они сами тоже наблюдают, или при грубом нарушении диеты, то есть обострение происходит. Псориаз – это заболевание, которое передается генетически. То есть если у твоих родителей или родственников было, то у тебя тоже может быть это заболевание, поэтому ты должен предотвращать, да, это заболевание. Каким образом? Это меньше стресса, да, то есть не смотреть вот всякую разную, сейчас информация тоже много выходит, очень многих плохих людей, новостей. да. Из-за вот этих только новостей, к сожалению, я тоже принимала прием вела именно в больнице, и мои старые пациенты, которых я до сих пор принимаю, они звонят, они говорят, у меня идет обострение. Это все из-за нагнетения вот этой ситуации, да, то есть надо правильно подойти к любой проблеме, поэтому у вас не будет потом каких-то проблем. При псориазе меньше стресса, пить, если у вас не получается ограничить себя от стресса, то есть вы уже в таком состоянии, пить какие-то успокоительные средства, да, то есть валерьянку или сходить к терапевту, психологу, чтобы он в общем, какие-то успокоительные средства. Это первое. Второе – это диета, строгая диета должна быть. Третье – в современном мире лечение псориаза занимает очень такое большое место, но в нашей клинике, в дерматологии, в косметологии у нас я лечу только те заболевания, когда я могу 100% дать гарантию излечения этого заболевания. Да? При псориазе я могу помочь человеку
период обострения убрать и в ремиссии, да, то есть когда у него нету ни бляшек, ни чешется, то есть вот этот период я могу продлить, но когда я буду 100% уверена, что я смогу вылечить это заболевание, я начну его лечить. Также при этом заболевание можно применять акридерм СК, потому что там содержится салициловая кислота. Салициловая кислота, она отшелушивает вот этот плохой именно слой. И да, ну не то, что плохой слой, да, именно псориастические бляшки, и таким образом кожа, она быстрее восстанавливается. Но также не более 5-7 дней, и обязательно их вы должны применять под контролем дерматолога. То есть у вас должен быть постоянный врач, которому вы доверяете, который может именно работать с вашей кожей. Спасибо большое. Еще девушка в положении задала такой вопрос. Во время беременности очень сильно сушится кожа и живот. Какие масла, какие мази можете посоветовать? Мне кажется, это самый классный период беременности, и ваша, и моя. Я изначально знала то, что, к счастью, у нас есть денежки, мамы, да, которые очень хорошо мне помогли. В косметологии я столкнулась с этой проблемой очень сильно. До этого я не знала, хотя я сама была беременная, то, что растяжки, то есть сухость приводит именно... Из-за сухости чешется кожа, потому что живот растет, кожа растягивается и появляются растяжки. То есть стрии, растяжки, они могут быть на животе, на груди, на бедрах. Поэтому самое первое – это профилактика. Профилактика, она должна быть подобрана правильно. То есть разные, я не люблю Johnson's Baby, там еще какие-то мази, честно. Почему? Потому что масла ихние, из-за них очень много с аллергией приходит. То есть во время беременности кожа, она чувствительна, организм стрессует из-за того, что внутри тебя растет целый организм. Если ты еще будешь на себя мазать какие-то пахнущие средства, у тебя может быть еще хуже. Мой самый любимый препарат – это Пантодерм, то есть дексапантенол, на основе дексапантенола Пантодерм, он очень хорошо помогает. У нас даже он есть. Можешь принести, пожалуйста, мазь? Кстати, да, насчет этой мази могу сказать, что и с опрелостями у детей он хорошо помогает, и можно его мазать и на грудь, когда кормишь ребенка, да, вот когда в процессе трещин, да, вот самое начало кормления. Так что, да, согласна с вами. Вот, и самое, конечно, это профилактика, мазать пантодермом, дексапантенолом. От этого будет очень-очень хороший результат. И самое главное, не чесать живот, да? Да, не расчесывать, мочалкой не тереть, даже осторожно надо полотенцем вытирать животик. Хорошо. А еще хотелось бы поговорить о витамине С, как он влияет на кожу. Вообще витамин С – это мой самый любимый витамин. Почему? Потому что он это самый сильный антиоксидант, то есть он очень хорошо стимулирует иммунную систему. Маленьким деткам я всегда даю цификап. Почему? Потому что хотя мы кушаем сбалансированное питание, то есть не только чай с хлебом, да, но все равно даже при приеме больших количеств витамина С в фруктах этого недостаточно, потому что мальчики и девочки, они растут очень быстро, и им катастрофически не хватает вот этого именно витамина С. Цефикап я даю детям, цефикап, он так и называется, витамин С, он очень хорошо помогает в косметологии, в процессе отбеливания кожи из-за нехватки витамина С, из-за нехватки витамина кальция и D тоже могут быть гиперпигментация, да? Поэтому, когда ты назначаешь цефикап, ты борешься не только наружно какими-то мазями, кремами, уколами, а когда внутри тоже очень много, ну как бы правильных витаминов дает, да, хороший такой результат. Хорошо. А вообще, какие витамины для лица вы можете посоветовать, в которых есть витамин С? Цефикап, то, что я сказала, есть 100 миллиграммовые, там миллиграмм на миллилитр, да, вот он для девушек, он очень полезен, и для детей тоже также. Вот мой Пантодерм любимый, я его держу на работе. Почему? Потому что сейчас именно в период
карантина мы часто, не только я, все часто пользуются дезрастворами, да, то есть из-за этого руки прям трескаются. Пантодерм, он очень-очень хорошо помогает. Также у кого экзема, у кого дерматит, да, тот же самый атопический дерматит при псориазе, так как там содержится витамин В6, В12, дексапантенол, ланолин, то есть это все, он очень-очень-очень хорошо восстанавливает кожу. И самое главное, у него нет запаха, то есть у вас не может быть аллергии. Да, тоже пользуюсь. А Мгм. скажите, пожалуйста, о витамине D, да, король всех витаминов. Как он влияет на кожу, и если его отсутствие, как все-таки организм восполняет? И все-таки Мгм. нужно ли помогать организму, Мгм. когда не Ну, хватает? мы живем в стране, солнечной стране, Мгм. вот можно подумать, что у нас нет нехватки витамина D, да, но Да. витамин D в нашем организме, он всасывается вместе с кальцием. То есть, если Мгм. нету кальция, то витамин D, он уже не он не может всосаться. Поэтому, прежде чем принимать витамин D, надо также посмотреть концентрация кальция в крови. Нехватка витамина D приводит, к сожалению, маленьких детей к рахиту, да, то есть Мгм. снижение иммунитета, это потливость, из-за потливости ребенок часто болеет, у него простудное заболевание, это все. И эти все проблемы можно решить с витамином, это аквадетрин, да, то есть он водорастворимый препарат, который Мгм. очень хорошо всасывается, также он никаким образом не воздействует на работу внутренних органов. Ну, как бы мой тоже самый любимый витамин с детками — это аквадетрин. Мне кажется, его все применяют, у Да, кого и есть взрослые детки. тоже, да, по 4 Да, капли. да, и взрослые тоже. При нехватке витамина D выпадают волосы у женщин, да, и Мгм. идет гиперпигментация, потому что он участвует в меланогенезе, М. распаде именно меланогенеза. Мгм. Интересно. Так, и такой вопрос. Летом очень сильно беспокоят отеки в ногах. Как улучшить состояние ног? Какие методы вы можете посоветовать? Мгм. Отечность ног в летний период наблюдается из-за приема большого количества жидкости. То есть, Жидкости. Мгм. поэтому, если у вас наблюдается, самое первое, вы должны сходить к урологу, проверить работу ваших почек, то есть посмотреть, правильно ли вот чрезмерные отеки, это организм не может вывести жидкость из вашего органа, да, то есть чем Мгм. бы вы ни вмазали, что бы вы ни пили, это все будет временный результат, да. Мгм. И самое страшное, то, что это заболевание, оно может перерасти в более грозное, да, какое-то заболевание, чтобы потом не лечить это. К Мгм. урологу обычно просто сделать УЗИ почек и посмотреть, что там нужно. Если вас Мгм. беспокоят отеки, надо отказаться от соленой пищи. Самое, Мгм. потому что соль, он накапливает в организме жидкость. Второе, меньше пить после 6 воды. Третье, не носить такую одежду, да, давящую. Ноги должны тоже, обувь тоже должна быть удобна, может быть даже ортопедическая. И еще Венолайф есть препарат, про который я тоже говорила, который я использую, потому что целый день я хожу в клинике, это с 9-10 утра до 10 ночи. У меня тоже бывают отеки на ногах, особенно при длительных перелетах. Я помню то, что после Кореи у меня ноги начали отекать. Мгм. Когда я начала наносить вот этот Венолайф, он убрал мои отеки, тяжесть в ногах. То есть, ну, как бы один из таких Вариантов. хороших Мгм. препаратов, да. Что хорошо, здесь именно 3 препарата Венолайфа. То есть, в основном это траксуритин идет, действующее вещество одно, в других препаратах от венозных расширений, здесь именно идет гепарин, это дексапантенол и траксуритин. То есть Мгм. если другие препараты высушивают кожу, такие препараты, здесь за счет содержания дексапантенола кожа еще улучшается. Да? То есть и сосуды восстанавливаются, эндотели сосудов, и кожа становится более шелковистой. Мне кажется, это очень важно для нас, для женщин. Да? Да. И если у вас отеки, можете вечером нанести Венолайф таким хорошим толстым слоем, и обязательно голова должна быть немножко, чуточку ниже, да, или Приподнять наоборот, ноги, да? ноги, да, немножко поднять, но чтобы вам было комфортно спать, вот тогда вы тоже увидите такие хорошие результаты. И лимфодренажный массаж, он тоже Мгм. очень хорошо помогает. И ношение специальных компрессионных чулков, это Мгм. тоже нужно.
Мгм. Ну, сейчас лето, не обойтись без крема SPF. Скажите, пожалуйста, а означает ли, что высокий уровень SPF защиты, допустим, 30, 50, 70, действительно могут помочь? И как все-таки выбрать, какой подходит тебе? Мгм. Самое первое, SPF-крема должны выбрать врачи. А, Мгм. Косметологи, да, именно, то есть человек, который сидит просто за прилавком и говорит, вот этот крем тебе подходит, бери, нет, потому что SPF-крема, они тоже делятся по структуре. А, Изначально надо исходить от того, что тип кожи. Если у тебя жирная кожа, тебе подберут жирный крем SPF, у тебя завтра с утра будут обязательно прыщи, М, который потом еще тяжелее будет. Если у тебя сухая кожа, и тебе подберут такое для жирной кожи, у тебя пойдут морщинки, да, или еще чувствительная кожа станет, куперозная кожа. Поэтому все-таки надо исходить от того, что из-за типа кожи подобрать, во-первых, крем, во-вторых, оно должно быть качественным. Я была очень глубоко разочарована и удивлена, когда была в Корее, мгм. увидела там наши же крема в 2 или в 3 раза дороже у них в магазинах. Я сказала вообще, то есть, у вас, наверное, бешеная аренда, потому что у нас в Кыргызстане этот же крем стоит 200-300 сомов, да. Они Мгм. сказали, дорогая Давлетова Мирим, как вы думаете, если у нас себестоимость этой продукции самого такой дорогой из-за перелета, да, то есть Корея, мы не так близко расположены к Корее, Да. и может ли этот крем по приезду к вам стоить даже 500 сомов, то есть себестоимость перевозки только минимум 700-800 до 1000 сомов доходит, да, именно. Мгм. И те крема, к сожалению, корейские за 230 сомов, там только пишется Made in Korea, но на самом деле там он не из Кореи, он из Китая, и что там внутри содержится, ты не знаешь, да, поэтому Непонятно. Мгм. рисковать своим здоровьем, мне кажется, не стоит, или хотя бы, если вы рискнули, то нанесите вначале себя на запястье, потом на шею, а потом только на лицо, чтобы, Посмотреть, не будет ли да, реакции, да, посмотреть летом? реакцию, да, но длительное применение некачественных кремов приводит к розацее, к аллергическим дерматитам, к тому же атопическому дерматиту, потому что это все химикаты, там ничего Мгм. натурального нету. Мгм. Хорошо. И вот скажите, пожалуйста, такой вопрос. Летом как следить за родинками, да? Родинки на лице. Мгм. Все-таки многие прячут их, чтобы не загорать на солнце. Что нужно делать? Какие-то крема использовать? Самое первое, за родинками должен следить не сам человек, да, а онкодерматолог. То есть даже Мгм. я имею клинику с лицензией, у меня лицензия только на по дерматокосметологии. Мгм. Я в ужасе, когда человек без медицинского образования берет в свои руки дермапен без медицинского образования и удаляет родинки, да, то есть, к сожалению, после этого очень много меланом, да, то есть злокачественных опухолей, то Мгм. есть до этого у него было все нормально, неправильно убрали, из-за этого у него рак кожи, и человек в течение месяца умирает, да? Это страшно. Даже я, имея медицинское образование, имея стаж 9 лет, я не трогаю, никогда родинки не трогаю, я не консультирую. Почему? Потому что этим должен заниматься специалист. Специалиста зовут онкодерматолог, то есть только Мгм. этот человек клинически, визуально или на основании биопсии кожи может определить, сказать, ты можешь жить с этой родинкой, да, или тебе Мгм. нужно срочно его удалять. После удаления вы не выкидывать, а специально стерильную упаковку берется и исследуется биоматериал, да, у тебя Мгм. доброкачественный или злокачественный, чтобы потом у тебя, как бы это не было поздно и Чтобы не было печально. последствий. Да. Мгм. Вот, Хорошо. поэтому как бы шляпа, кепка, панама, хороший солнцезащитный крем, а солнцезащитный крема тоже надо наносить правильно. У нас один раз нанес и прям целыми Целый днями, день. целый день, да, Обновлять надо. загорает. Мгм. Да, через каждые 2 часа надо обновлять. Желательно не стирать это все влажной салфеткой, потому что на влажную салфетку саму может пойти аллергия. Мгм. Смыть просто где-нибудь даже в туалете, смыть сухой салфеткой, Чистой водой. протереться, Мгм. да, и нанести. Я люблю, когда солнцезащитный крем там с кремами, и тут уже для жирной кожи, для сухой кожи, для куперозной кожи. То есть ты вышел на улицу, нанес только один крем и целый день хочешь только с этим кремом. То есть не Мгм. надо под этот солнцезащитный крем наносить специальный какой-то крем, ритуал. То есть Мгм. взял. Жизнь, мне кажется, она сама по себе тяжелая, и надо ее облегчать, да, не утяжелять, а облегчать, тогда прям все будет классно.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, какие процедуры косметологические можно делать летом, а какие нельзя? Мгм. Все процедуры, которые нарушают целостность кожного покрова, это пилинги, лазерные шлифовки, вот это все запрещено. Хоть вы будете жить в подвале, пользоваться солнцезащитным кремом, все равно запрещено. Вообще Мгм. запрещено. То есть человека, ну как бы если это клиника, то клинику должны лишить лицензии. Но если вы идете сами кому-то на кухню делать эту процедуру, конечно, там человек он не будет отвечать за это. Мгм. Какие процедуры все-таки можно? Это фитиновый пилинг, то есть он блокирует меланогенез. При тех же самых родинках, веснушках я назначаю фитиновый пилинг. Почему? Потому что он блокирует меланогенез. То есть есть вещество тирозиназа, фитиновый пилинг, он блокирует его, и наши меланоциты находятся в спящем режиме, и лицо такое светлое, ровное, такое классное. Идет уходовые процедуры, витамины, да, в летний период у нас климат супер сухой, потому что мы живем в Мгм. условиях высокогорья. И само солнце выжигает наше лицо. Если вы заметили, у таких людей полненьких, у них нет гиперпигментации. Почему? Потому что кожа жирная. У худых людей очень много гиперпигментации. Почему? Потому что у них кожа тонкая, солнце выжигает кожу и быстрее появляется гиперпигментация. Поэтому если увлажнить кожу, сделать укольчики, витамины красоты, это вообще шикарно будет. Хорошо. Давайте вернемся к SPF-крему. Мгм. Скажите, пожалуйста, в пасмурную погоду нужно ли использовать SPF-крем или не обязательно? Обязательно. Обязательно. Солнечные лучи делятся на два типа. Это ультрафиолет типа А и типа Б. Ультрафиолет типа А, они очень длинные, и они глубоко проникают в кожу и вызывают гиперпигментацию. Мгм. Ультрафиолет типа Б, он короткий, да, и он отвечает за обгорание просто кожи. Когда просто обгорает красное, да, Мгм. такое лицо. Ультрафиолет типа В при пасмурной погоде он блокируется, поэтому мы не видим солнца и вроде нам не жарко, мы не ходим. Но самый опасный ультрафиолет типа А, он очень хорошо проникает через тучки, и Мгм. лицо очень сильно обгорает, тело. То есть очень многие люди прям загорают, когда плохая погода, и у них загар ложится очень ровно, Ровно, если, да? да, если они правильно загорают. А так лицо очень сильно обгорает, поэтому обязательное условие, даже когда нету солнца, надо защищаться солнцезащитными кремами пользоваться. Хорошо. Еще вопрос от подписчицы. Остались пятна на лице, которые появились во время беременности. После Мгм. родов не могу от них избавиться. Что вы можете посоветовать? Э, Очень многие, вот я делаю себе публикации на странице, когда я выкладываю клинические исследования, там после вот этих процедур, ну как-то люди не так хорошо лайкают, а когда я пишу домашние маски, там 150-200 тысяч просмотров идет. Почему? Потому что все хотят, к сожалению, просто в домашних условиях осветлиться. Если Мгм. это новый пигмент, только что, который появился в течение полугода, даже 3 месяцев, его можно а, убрать в домашних условиях, да, масочками, какими-то кремами, сыворотками. Но если пигменту больше полугода, то он уже ушел глубоко в дерму или в гиподерму. Это то же Мгм. самое крыша дома, стены и фундамент. Да? То есть он Мгм. уже находится где фундамент, и до него ты не дойдешь просто с кремами. Надо делать инъекции или иногда пилинги, иногда лазер. То есть очень-очень много процедур нужно будет делать. Чтобы я могла сказать вам, какие процедуры вам можно пройти, какие нет, да, желательно, чтобы вы подошли в нашу клинику, и там мы вам подберем именно те процедуры, которые нужны. И все вот эти процедуры я научилась в Корее. Почему именно я полетела в Корею? Потому что там у них вот именно белая кожа, это Жемчужные лица. да, Мгм. да, вот именно как фарфоровая кожа, прям пик во все времена, да, поэтому я полетела туда, обучилась этому методу, разным методам, но у нас менталитет такой, то есть в Корее, даже у нас здесь, если приходят
более русскоязычные или другой национальности, они готовы ходить. Кыргыздар, и ушунча көпкө чейин жүрөбүзбү, койгачы деп вот начинается, да, потом они идут к какому-то косметологу, который обещает там просто кремом убрать или какими-то чудо-масками, которые никак не воздействуют, а наоборот ухудшает этот процесс, а потом уже начинают ко мне приходить и уже получать то лечение, от которого есть результат. Мгм. Хорошо. Еще такой вопрос. А вообще, как часто нужно прибегать к услугам косметолога? Да? То есть раз в месяц, 2 раза в месяц. Мгм. Часто надо, не часто? Это все зависит от вашей кожи. То есть, если у вас угревая кожа, то надо там, каждую неделю приходить не на очищение кожи, а на лечение кожи. Если у вас сухая кожа, можно там 1 раз в месяц или 1 раз в год прийти на уходовые какие-то процедуры. То есть это зависит от чего человек пришел, да, то есть и причину, по которой обратился человек, от типа кожи и что ему вообще нужно. Есть Мгм. идеальная кожа, которым 1 раз в год сделаешь очищение кожи, и все, человек ходит идеально, да. И по возрасту, то есть если возрастным клиенткам желательно 1 раз в год проходить какие-то витамины те же самые, или массажи, или что-то еще. То есть от возраста зависит, от типа кожи и от проблемы. Мгм. Скажите, пожалуйста, а как все-таки правильно ухаживать за кожей? Да, вот часто бывает, что мы приходим домой уставшие, снимаем макияж, а иногда не снимаем макияж, но мы все-таки знаем, да, что очищение это залог успешной сияющей кожи. Но все-таки, может, есть какие-то секреты ваши, как все-таки правильно Мгм. ухаживать за кожей? Также зависит от кожи. Например, если у вас сухая кожа, то не надо 2 раза в день вам умываться, да, и гели тоже нежелательно использовать, то есть пенкообразные вещества. Умываться вечером очень хорошо, а с утра при сухой коже водно-липидная мантия, она сама по себе слабо выражена, да, то есть кожа, она сухая сама по себе. Если вы еще с утра будете умываться, она вообще очень быстро, на ней могут появиться морщинки на коже. Мгм. Второе, если у вас жирная кожа, если вы умоетесь только 1 раз за целый день, у вас обратно будет жирная кожа. Поэтому при жирной коже можно умываться не 2 раза, а в 3 раза в день. Да? То есть с собой носить там умывашку, Мгм. наносить матирующие крема. Крема они тоже должны быть правильно подобраны. Если у вас комбинированная кожа, то есть вокруг глаз, в основном это сухая, лоб, нос и на подбородке жирная кожа, там выходит у вас воспаление. Есть чудо-крема, которые называются комбинированные, которые, как говорят, подходят для всех, но один и тот же крем, он никогда не может подсушивать и увлажнять. То есть, если у вас комбинированная кожа, у вас должен быть именно 2 крема. Вокруг глаз это увлажняющий крем, Т-зона это подсушивающий или матирующий крем. Мгм. Еженедельно надо использовать маску. Маску не надо держать час или два, от этого эффекта не будет больше, вы наоборот ухудшите состояние своей кожи. 15-20 минут достаточно. Маски надо применять после душа, после ванны, когда поры открыты, и вечерний период. Да, то есть после него нельзя выходить на солнце при любых масках, потому что открывается поры, у вас может быть гиперпигментация. Маску желательно смывать теплой такой водой, не холодной, не горячей, потому что в этот период кожа, она такая расслабленная. Если вы холодной водой умоетесь, сосуды могут лопнуть, у вас купероз. Если сильно горячий, Мгм. то же самое. Солнцезащитным кремом обязательно надо пользоваться. Как пользоваться, я уже сказала. Да. 2 раза в день обязательно надо наносить крем вокруг глаз и использовать сыворотки. Почему я люблю Мгм. сыворотки? Они идут водорастворимые, поэтому они могут проникнуть глубже, чем наш крем. Да? Мгм. И сыворотки тоже должны подходить под вашу кожу. То есть Под именно тип из-за кожи. проблемы, да. Мгм. Скажите, пожалуйста, тоже вопрос от подписчицы. Как сузить поры? Поры надо сужать, не ходить в баню, не использовать скрабы, не использовать вот эти черные маски, всякие маски, которые вот именно стимулируют работу сально-потовых желез, не давить на них. И есть крема, прекрасные крема, которые сужают поры, но они именно сужают, но не убирают их. Поры — это наши легкие, то есть через них дышит наша кожа. В весенне-летний период, когда горячо, наши поры открываются, кожа наша начинает больше дышать. Да? В зимний Мгм. период они уменьшаются. После обучения в Израиле я привезла пилинги, они только есть у нас, поросуживающий пилинг, то есть он сужает наши поры, после чистки мы его наносим. Обычно после чисток у всех идет
усиление, да, пор, то есть увеличение пор, а мы, наоборот, сужаем после чистки. Еще вот такой вопрос. Так, смотрите сейчас. Гиперпигментация на теле, да, то есть если бороться с лицом легче, то девушка задает вопрос у меня по всему телу, как с этим бороться и на какие процедуры нужно ходить. Гиперпигментация по телу, у него есть диагноз, название, да, это мелазма или меланодермия. Это заболевание тоже передается по наследству, то есть если вы видите, что у вашей мамы или папы или у тети есть гиперпигментация, и вы сами по себе смуглая, вам категорически запрещено загорать. То есть ультрафиолет, обгорание, загар, он провоцирует это заболевание, во-первых. Во-вторых, надо проверить работу надпочечников, проверить кортизол, то есть сходить к эндокринологу. Это не проблема дерматолога, это проблема именно эндокринолога. Ты можешь выйти. Проблема именно эндокринолога, поэтому надо сходить к эндокринологу, посмотреть, все ли у вас в порядке, потому что есть такое грозное заболевание, как болезнь Аддисона, при котором идет именно пятна, да, кофейные пятна на теле, то есть надо исключить это заболевание. Просто так на теле тоже не могут быть пятна. Если на лице они появляются из-за солнца, то на теле это заболевание надо искать причину, из-за чего она появилась. Тут еще девушка пишет, у меня есть купероз, все, что я знаю, это не ходить в баню. Что еще мне нельзя делать? Я только что сказала при куперозе, что нужно делать, да, но не использовать пилинги, особенно ТСА, Джейснера, то есть глубокие пилинги вам тоже запрещены, не ходить в баню, не тереть лицо мочалкой, скрабами, использовать именно средства, которые восстанавливают эндотелии сосудов. И вот Венолайф, он реально очень хорошо помогает. Венолайф, он во всех аптеках можно купить. Сейчас они идут, мне кажется, даже по акции. Один покупаешь, второй подарок идет. Да? Этот препарат тонким слоем на 15 минут под пленочку, а потом надо смыть. Так надо делать не один день, а 20 дней. И один раз в день вечером на 15 минут под пленочку, то есть не наносить на все лицо, в основном купероз на щечках. Да? Нанес, после этого чистый целлофановый пакетик, 15 минут подождал и надо смыть. Но если у вас после нанесения вы чувствуете, что чешется, зудит, краснеет лицо, то надо смыть. Просто теплой водой. И еще вот такой вот вопрос, с какого возраста все-таки нужно начинать обращаться к косметологу? Да? То есть есть ли какой-то возраст, вот с 18 лет, с 20 лет, когда начинается обратный отсчет старости, если так можно сказать? Ну, то, что я сказала, приходит к косметологу из-за разных проблем. Это если угревая болезнь, я не могу сказать, приходи ко мне в 30 лет. Да? С 12 лет я уже принимаю лечение угревой болезни. То есть если дальше переходный возраст? При переходном возрасте обязательно нужно. Почему я стала именно косметологом, дерматологом, дерматовенерологом? Потому что у меня у самой была ужасная проблемная кожа. И когда я позвонила маме, когда меня на втором курсе сильно обсыпало, у меня видны были только глаза, здесь чесалось, болело, гной, прям такое страшное лицо было. Я позвонила маме, сказала, мам, сказали, что нужно к косметологу. Так, мама мне сказала, уят депчи, бетіңе угрей шықса бүйеге тиін келіп жатады анда, поэтому папаңа чалып айтпа, это стыдно депчи. Я думала, что это реально стыдно, когда у тебя угри. К счастью, сейчас люди уже начали, у них есть образование какое-то, и само лечение угревой болезни, вообще введение угревой болезни, я выучилась в Израиле, кожа это тоже орган. Когда идет вот, юношеские даже угри, кожа болеет, и поэтому в этот период нужна не просто чистка, а гигиеническая, лечебная чистка лица, то есть быстрее убрать гной, чтобы потом у вас не были рубцы, ужасные рубцы. С 12 лет обращаются, а у кого именно более возрастные, в основном после 24-25 появляются первые морщинки под глазами, и тогда девочки прибегают сами ко мне, говорят, да. Пигментация после родов, да, кто-то раньше родил, кто-то позже, поэтому это тоже. Послеродовая пигментация, она очень тяжело ее вывести в более поздний период. Почему? Потому что пролактин и прогестерон, женские гормоны, они очень провоцируют именно образование пигментации.
Мгм. Огромное вам спасибо, Мирина Умаркуловна. Правильно я говорю? Умиракуновна? Да, Мирим Имракуновна, но всем очень тяжело выговорить мое отчество, поэтому Мирим Давлетова, да, в Вас больше основном знают как Мирим Мирим Давлетова. Давлетова, да? Мгм. Да, 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 Огромное да. вам Мгм. спасибо. Думаю, что эфир был у нас очень продуктивным. Хочется сейчас на секундочку сказать о подарках, которые мы должны были разыграть. Два подарка. Первый подарок у нас сегодня уходит девочке Чопуси. Мы с ней потом свяжемся. И второй подарок у нас Мгм. уходит девушке Исабековне. Мы их хотим Мгм. поздравить. Еще раз огромная Спасибо. благодарность вам за то, что уделили свое драгоценное время, присоединились, поделились Мгм. советами. Мгм. Всего самого хорошего вам. Еще увидимся, Все, надеюсь. вам также. Все, хорошо, ждем вас. Хорошо. Ага, Хорошо. до До свидания. свидания. Спасибо. Мгм.